Да, конечно, это очень большой толчок. Считаем, дорогу строим, мосты строим, работа ведется нормально. И народ, как скажем, сплотился для того, чтобы провести эти игры очень нормально на уровне. И даже в прошлом году каждую пятницу работали на улице, субботник делали, уборку территорий, все население участвовало, все работники учреждений и предприятий, и даже безработные, жители этих Тюльбы, они все выходили на субботники. Поэтому население очень сплоченное. Думаю, в этом, начиная с этого года, и так пойдет, и развитие будет Верхнеуфимского района. Старт этому дал, конечно, дадут игры Манчары, если, я надеюсь, что нормально все пройдет. 20-е юбилейные игры Манчары пройдут в достойном таком высоком уровне. Улус является держателем 1% акции, и на дивиденды, которые деньги идут, мы запланировали на проведение 20-х юбилейных игр Манчара. Все наши земляки верхнеуфимцы очень ждали это мероприятие, и мы думаем, что мы проведем на достойном уровне. В денежном выражении, если все уточнения идут, с правительством, с оргкомитетом, комитетами, но все равно минимум где-то 400 миллионов будем свои средства улаживать. Мы в 2013 году создали некоммерческую организацию, фонд содействия проведению игр Манчара, это улусного масштаба, и вот этот фонд уже 2 года работает очень хорошо. Коллектив Верхнеуфимской средней школы номер 4 сделали призыв населению, что будем на 1 квартал перечислять однодневную заработную плату в этот фонд. В 2016 году мы собрали деньги где-то около 10 миллионов однодневную зарплату, и на эти деньги мы сперва провели конкурс на социальные проекты, населенные на проведение игр Манчара, где раздали гранты на 1 миллион рублей. Всякие эти субботники, которые ведутся силами наших людей, коллективами, и много мусора выводится, мы обеспечиваем через этот фонд. Населенно хорошая работа идет, и я думаю, что верхнеуфимцы за 2017 год тоже нас поддержат, и все это будет нацелено на достойное проведение игр Манчара.